Кстати, вот Бобёловка с отцом. Еще, например, про Сто Виктора. процентов долги, 100%. Каждый халиф туда писал, что хотел, как хотел, убирал. Эта книга писалась очень долго. То Потом есть еще изменялась долго. после того, как мир начали создавать в том виде, который он есть, историю, там, вот это все англосаксы в 19 веке, они начали весь мир ездить, объезжать и, ну, короче, от прошлых цивилизаций, эти технологии, остатки, все прибирать к рукам и начали историю писать нам. И в то же время и нынешнюю историю ислама тоже написали в том виде, которое она есть. Потому что, что касается самого ислама, вот сказать, что это, ну, разрушительная вещь, я не могу, потому что там есть свои такие определенные социальные вещи, которые, ну, понятно мне, вот они в повседневной жизни удобны. Можно Если сказать, вмешаться, да, пожалуйста. да. Ну, долго не буду, может, продолжить потом. Я считаю ислам разрушительным. Знаешь почему? Потому что если в мире все будут если в мире все останутся мусульманами, то продолжительность жизни будет где-то, скажем, лет 30-35, может и столько не будет. Потому что в исламе нельзя рисовать. Рисование это медицина, технологии, здания и все тому подобное. В исламе нету медицины. Если тебя убили, например, чем-то крысиным ядом, никто в этом разбираться не будет. Это называется доказательная медицина. То есть умер, ожил, было все. А ты имеешь Это в виду губительно. вскрытие трупа плохо для этой проверки? Да, вскрытие нельзя делать, и медицины нету, вообще ничего не будет, и нету. Если ислам какой-то не исламские люди, как сегодня в Саудовской
вот что в городах, я что могу сказать про это, вот про город? Я думаю, что сама жизнь в городе, она деструктивна для среды окружающей, для человека. Если это поместье, типа как родовые, еще это называется артель, на ее основе, типа вот эти колхозы, совхозы делались, коллективное хозяйство, совместное хозяйство. Эта модель, она лучше, она более автономна, и для людей она лучше, чем город. Понятие город, вот в том виде, который он сейчас есть, подразумевает, что есть система управления, вот, и есть подчиненные, рабы. Это свободные люди не могут жить в городе. И в любом случае там нужны ресурсы, чтобы город содержать, отапливать его, поддерживать. За свою свободу надо платить и работать. Понимаешь, город не будет. Ты там в какой-то ферме будешь жить, а город, допустим, как ты будешь представлять модель микроволновая, представлять модель модиция твой город делать вперед. Елчиш. Так, хотана деревня, ашвай, свободный Аллах, беженли Аллах, Аллах. Да, Хосан киетом был, шватса, например. Это сон слабый, так захватит, валя, сон слабый страна, захватит, а сон безнашдилыш, льешхол, обеж оулгуш. Сон обежнаш диес, халата диес. Это город делаешь, а что город полюбишь? А сколько города строит, яш миллионы нахват, те какие престол до власти дорваться, диктатор ока, соседний аж. Это, и что, представление, что его надо, что райские там природы, мы все мирные люди хотели жить. Но нам нужен год, чтобы наша республика и наша страна была сильной, чтобы у нее были все ресурсы защищаться и отстаивать свободу и твою свободу, чтобы ты на ферме спокойно мог